Российская Федерация, как социальное государство, ставит своей целью создание условий для достойной жизни граждан. В рамках этой политики повышение прожиточного минимума на северных территориях Республики Коми является важным шагом, направленным на улучшение материального положения жителей с учетом региональных особенностей. С 1 января 2026 года прожиточный минимум для НТ составляет 25 330 рублей. Для трудоспособных граждан 27 610 рублей, для пенсионеров 21 784 рубля, для детей 24 651 рубль. Прожиточный минимум служит основой для расчета пособий, компенсаций и иных социальных выплат. Его величина определяет круг лиц, имеющих право на социальную поддержку, и служит основой для расчета соответствующих выплат. В наступившем году законодательные изменения коснулись размеров мер социальной поддержки, выплаты пособий, что привело к их пересмотру и увеличению. С 1 февраля 2026 года стоимость социального проездного билета для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки на территории Республики Коми, установлена в размере 500 рублей. В 2026 году произведена индексация некоторых пособий. Размер федеральной ежегодной денежной выплаты гражданам по категории «Почетный донор России» с 1 января 2026 года составляет 19 497 рублей 68 копеек. Размер социального пособия на погребение с 1 февраля 2026 года составляет 14 517 рублей 95 копеек. Продлен срок действия ряда ранее установленных мер социальной поддержки. Это означает, что многие льготы останутся актуальными и доступными для граждан. Продлено предоставление следующих мер социальной поддержки до конца 2026 года, принятые ранее в соответствии с постановлением правительства Республики Коми от 3 ноября 2022 года номер 549 о дополнительной социальной поддержке некоторых категорий граждан в части предоставления членам семей военнослужащих мер социальной поддержки в виде обеспечения обучающихся 5 по 11 классов бесплатным питанием в образовательных организациях, компенсации родительской платы, взимаемой с родителей, законных представителей за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории Республики Коми. Компенсации за обучение несовершеннолетних детей, детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг в организациях, расположенных на территории Республики Коми. Постановлением правительства Республики Коми от 30 июня 2023 года номер 300 о мерах социальной поддержки по обеспечению отдельных категорий граждан твердым топливом в части предоставления гражданам, принимающим участие в специальной военной операции, а также членам их семей, проживающих в жилых помещениях с печным оборудованием или другими установками на твердом топливе для отопления жилого помещения, меры социальной поддержки в виде ежегодной денежной выплаты на приобретение твердого топлива в размере 4332 рубля. Также продлен период предоставления меры социальной поддержки в виде ежемесячной компенсационной выплаты одиноким, неработающим, трудноспособным родителям, опекунам, осуществляющих уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет по 31 декабря 2028 года. Обращаем внимание всех получателей региональной социальной доплаты к пенсии с 1 января 2026 года полномочия по выплате доплаты к пенсии переданы в Социальный фонд России. Индексация и пролонгация мер социальной поддержки, пособий, выплат и компенсаций направлены на сохранение уровня жизни граждан в условиях инфляции и роста цен. Эти меры обеспечивают надежную социальную защиту наиболее уязвимых групп населения, поддерживают семьи военнослужащих, способствуют укреплению социальной стабильности и справедливости.
По вопросам назначения выплат можно обратиться в Центр социальной защиты населения города Инты по адресу улица Куратова, 66. Обратите внимание, прием по всем государственным услугам во вторник, среду и пятницу осуществляется по предварительной записи. Записаться можно по телефонам 3 14 11, 3 23 71, 3 09 40.